Дебошем одной из пассажирок обернулся вылет рейса Владикавказ-Москва. Полицейские задержали Залину Бетимирову, устроившую скандал на борту. Вместе с ней в самолете находился ее несовершеннолетний сын, которого она везла на лечение в Москву. По словам свидетелей, как только все расселись по местам, женщина стала разговаривать по телефону. Экипаж попросил ее отключить мобильный, но законные требования стюардессы она выполнить отказалась и стала вести себя неадекватно. Командир вернул уже выходивший на взлетную полосу самолет, к борту вызвали сотрудников дежурной службы, но женщина и им оказала сопротивление. Когда ее все-таки сняли с рейса, самолет досмотрели. Была информация о наличии у женщины электрошокера. В руководстве аэропорта эти данные опровергли. Саму дебоширку направили на медицинское свидетельствование. В итоге рейс вылетел с задержкой в час. Алкоголь она не употребляла. Но по состоянию и со слов самой больной, что она страдает немножко психическими расстройствами, ей назначен глицин. Но при положенных, две таблетки утром-вечером она приняла дозу больше. За счет этого у нее сейчас такая загруженность. Эпидемия гриппа в Северной Осетии идет на спад. На территории Владикавказа эпидпорог уже соответствует норме. В районах он пока превышен на 25%. Об этом главе республики Таймуразу Мамсурову доложил министр здравоохранения Владимир Селиванов. По его словам, сейчас в больницах остается порядка 150 инфицированных с пневмонией, из них 4 в реанимации. Всего за 4 недели всплеска заболеваний врачи выявили порядка 8 тысяч инфицированных. В Минздраве особо подчеркивают, слухи о чуме и других смертельных заболеваниях абсурдны. Анализы всех 13 погибших проверяли сначала в республике, затем в Федеральном Роспотребнадзоре. Из них у 3 подтвержден штамм H1N1, так называемый свиной грипп. В свете нарастающей паники Таймураз Мамсуров поручил главе Минздрава активнее вести информационно-разъяснительную работу. Надо объяснить людям, что первый борец за свое здоровье – это сам человек. Что касается медицины, сделайте из этого тоже какие-то выводы. Посмотрите, как себя вели врачи, особенно главврачи. Насколько они смогли сконцентрироваться вокруг этой проблемы. В Северной Осетии состоялась генеральная репетиция единого государственного экзамена. Более 5000 выпускников прошли тестирование по русскому языку. Незнакомые учителя, отсутствие шпаргалок и мобильных телефонов. Меры безопасности, как и на основном экзамене, серьезные. Нарушителей будут удалять, а пересдать ЕГЭ они смогут только через год. Свои баллы выпускники узнают примерно через неделю. Оценки, полученные на пробном ЕГЭ, при поступлении не учитываются. Досрочная волна сдачи единого государственного экзамена стартует 23 марта. Основной этап запланирован на 25 мая. Все серьезно очень подходят к этому процессу, потому что шпаргалок не будет, никто помочь не сможет. И мы стараемся сами готовиться, чтобы сдать как можно лучше. Обстановка очень похожа на основной экзамен, и нас как-то подготавливают, и мы уже знаем, чего ждать от экзамена. Государственный национальный эстрадный оркестр имени Кима Суанова дал концерт во Владикавказе. Со сцены прозвучали хорошо знакомые композиции Мишеля Леграна, Рэя Чарльза и Фрэнка Синатра. В этот же вечер зрителей ожидал сюрприз. На фестивале впервые выступил ансамбль Dixie Brothers Band из Ростова-на-Дону. Особым гостем стал известный 20-летний саксофонист Эльдар Цаликов. Он учится в Берлине, а на историческую родину приехал специально ради участия в джазовом фестивале. В оркестре всегда это большое удовольствие играть, потому что окружен множеством инструментов, и это всегда богатая палитра. И, насчет произведения не могу, это все как-то... Каждое произведение может стать каким-то уникальным.